Конфликт на Кавказе показал неэффективность миротворческой работы СНГ. Впервые в истории Казахстана олимпийская награда по дзюдо, серебро у Асхата Житкеева, бронзовая медаль у Асета Мамбетова. Пойман с поличным со взяткой в 30 тысяч долларов задержан заместитель начальника налогового департамента Алматы. Северные области обязались обеспечить юг хлебом. Акимы подписали соглашение о поставке. Накануне вечером Нурсултан Назарбаев и Курманбек Бакиев сделали заявление по поводу событий в Южной Осетии. Президенты призвали конфликтующие стороны сесть за стол переговоров. Лидеры считают, что применение силы в подобных случаях недопустимо. Также, по мнению Нурсултана Назарбаева и Курманбека Бакиева, сегодня Содружеству независимых государств необходимо сделать в этой ситуации соответствующие выводы. Все подробности в материале Александра Аксютица. Встреча Нурсултана Назарбаева и Курманбека Бакиева на побережье озера Иссык-Куль носила неформальный характер, без галстуков. Прежде всего, президенты обсудили казахстанско-кыргызскую повестку дня. За минувшие полгода товарооборот вырос на 26%. В скором времени этот показатель обещает приблизиться к миллиардной отметке. Нурсултан Назарбаев сообщил, что по просьбе Бишкека Казахстан упростил правила пребывания на нашей территории граждан Кыргызстана. Теперь они могут находиться у нас без регистрации до 90 дней. Также Казахстан выразил готовность оказать Кыргызстану продовольственную помощь. Лидеры заявили об отсутствии каких-либо проблем между Астаной и Бишкеком. Главной темой этой встречи стал конфликт в Южной Осетии. Казахстан принял решение оказать гуманитарную помощь Цхинвале по восстановлению и по помощи беженцам, которые сейчас очень сильно страдают. Сегодня в России объявлен траур, и мы по телевидению видим, что город Цхинвале полностью разрушен. Даже могила разрушена, негде хоронить людей, везут в Северную Осетию. Конечно, это действительно гуманитарная катастрофа для простых людей. Сейчас же мы с Урмбек Салиевичем совместно выражаем глубокое соболезнование родственникам всех погибших там. И вообще очень разочарованы тем, что там произошло. Мы считаем, что принцип территориальной целостности любого государства признан всемирным сообществом. Да? Мы все государства СНГ в принятых документах выступаем против сепаратизма, но подобные сложные межнациональные вопросы должны решаться мирным переговорным путем. Военного решения таких конфликтов не существует, я так считаю. Сейчас же мы приветствуем, что президент России и Грузии заявили о прекращении огня и приступили к переговорам. Надеемся, что эти переговоры будут успешными, в будущем не допустят такого кровопролития. Кровопролитие в Грузии обнажило проблему отсутствия эффективных механизмов мирного урегулирования конфликтов в Содружестве независимых государств. Этой теме Нурсултан Назарбаев и Курманбек Бакиев, который сейчас является председателем СНГ, уделили особое внимание. Усилиями некоторых членов СНГ наше Содружество стало аморфным. Это Содружество не имеет никаких рычагов и механизмов при вмешательстве в такие проблемы. Поэтому наше предложение такое, что возможно, министрам иностранных дел наших государств СНГ надо собраться, чтобы оценить ситуацию и наметить на будущее возможные такие, потому что остались конфликты, вы знаете, в Нагорном Карабахе, остаются конфликты в Приднестровье, и вот Абхазия, Осетия и Грузия. То есть министры иностранных дел могли бы обсудить эти вопросы и предложить главам государств оценки свои и предложения на будущее. Все осуждают то, что произошло. Но вот, как Шаду Станович сказал, нужны механизмы. То есть здесь вы видите сами, что Совет Безопасности, он 5 раз заседал и не принял никакого, к единому мнению не пришли по этому вопросу. То есть насколько это сложные и такие вопросы, которые, в общем-то, рубить с плеча и давать оценки и решать, главное, эффективно решать, чтобы люди не пострадали, чтобы человеческие жертвы не допустили. Сегодня таких рычагов нету.
Напоследок президенты отметили, что трагедия в Южной Осетии – это еще одно подтверждение тому, насколько важна для любого государства межнациональная гармония. Лидеры выразили надежду, что СНГ удастся найти эффективный механизм урегулирования подобных конфликтов. А на память о встрече они посадили вместе молодую ель. Александр Аксютиц, Бахтыбай Шаханов, Кайрат Макажанов, агентство Хабар при поддержке телерадиокомплекса президента с побережья озера Иссык-Куль.